Привет, ребята! Немножко загорает лысина, немножко у нас начинаются сборы. Завтра серьезная экспедиция, на мой взгляд, одна из таких серьезных получится даже в этом сезоне. Рыбалка, ребята, не рыбалка, но путешествие, мне кажется, будет трудно. Реки, ребята, выходят из берегов, как я показывал в крайнем ролике. Очень-очень плохое положение. В данный момент рыбалки практически нету. После недельных дождей реки прям в ужасном состоянии, грязные. И тут, ребята, так получилось, что созвонился с парнишкой, точнее он мне позвонил и говорит: Андрюха, собрались в сторону Печоры, на север. Мы с ним, кстати, познакомили в экспедиции, когда мы долбили на севере огромных щук. В общем, и тут он мне звонит и говорит: Андрюха, мы собрались в те края, но по звонкам там говорят вообще половодье. У нас весна в этом году затяжная, соответственно, там делать нечего. Ну, у нас, говорит, все собрано: лодки, моторы, бензин. Может, говорит, приедем к тебе в гости. Я говорю: у нас что тут делать? То же самое, говорю, тем более если по спиннингу. Ну, в данный момент, говорю, вообще никакой рыбалки. И что-то мне приходит на ум, все-таки, ребята, лодки заряжены, плюс водометики. А не пройти-ка бы нам по лесной речке до самых истоков. Речка такая интересная, ребята, рыбная в тех краях. И, в общем, что-то вот буквально мы за 15 минут с ним договорились, и завтра они уже будут у меня. И вот я сегодня, ребята, на сборах. Сегодня воскресенье у нас. Погода вот именно сегодня стоит хорошая. 2 денечка солнечных, но потом гроза, дожди, в общем, погода будет неважно. Но погода не пугает, ребят, так-то на самом деле. И желание именно побывать в тех краях и попробовать не только порыбачить, а пройти весь этот маршрут, потому что я там никогда не был зимой, и то не в тех местах, где хотелось бы. Так что, ребят, у нас две лодки, 2 водомета, экипаж с 5 человек, и не знаю, в автономку планируем плюс-минус, дорога, не дорога, ну, может, даже на неделю, ребята. Так что, ребят, впереди, мне кажется, будет очень круто. Не знаю, конечно, как буду это все дело снимать, потому что погода обещает гадской быть, но что-нибудь постараюсь, ребят, преподнести. Ну и в целом, ребята незнакомые, опять же, знакомство, что-то новое, что-то интересное, да, и охота какого-то драйва, движа. Вскрыл, ребята, запасы, потому что едешь на день, бери на 2, правильно? А тут неделя, и непонятно, что может произойти. И спиннинг сломаться, и запутаться, и оборваться, и шнуры на запасные, и газ, и антикомарина очень много. Вот, ребят, что-то собираю здесь наборы вот до данной речки. В принципе, что нам нужно: небольшие воблера, вертушки, колебалки. В прилове это щука в основном, окунь, но есть и хариус, ребят. Ну, с такой водой непонятно, как там будет относительно мутная вода, не мутная. Пытаемся дойти до верховьев, но надеюсь, там с водичкой нам повезет. 2 спиннинга беру, ультралайт 1,7 грамм, и от Нарвала аргумент, ну, это более жесткая палка, так мало ли чисто будет. Вот собираю, смотрю, проматываю шнуры. В общем, лайфхак, кстати, ребят, на будущее: вот шнуру 2 сезона, он уже такой у меня подвыцвел, но его не надо выкидывать. Сейчас просто промотаю, ребят, с конца, с другого намотаю в обратку. Соответственно, кожаный шнур потертый, он будет внутри, а хороший шнур будет снаружи. Так что можно сэкономить, ребята. От меня, в принципе, особо шмурдяка не нужно, но я, скорее всего, возьму свою большую палатку, большой стол. Короче, пока, ребят, не знаю. Так, немножко накидал, ребят. Так что я тут собираюсь. Ну, а вы заваривайте чаечек, ребят. Ставьте сразу лайкосик. Погнали. Для вас одно мгновение, для меня целый день. Сейчас поеду в магазин, куплю кучу воды, минералки. Ой, не знаю, в общем, ребят.
какие-то продукты, потому что ребята тоже, все у них готово, что брать, непонятно. Вот, ну, спонтанно, ребят, спонтанно. Но когда спонтанно, оно почему-то всегда и получается, когда нежели ты готовишься там неделю, там 2 недели. А тут спонтанно и выскочили, и погнали. Так что, понеслась. Иваныч. Понял. Просто Иваныч. Иваныч, да? Ага. Еще он, ребята, да? Да, он еще едет. Короче, ситуация. Канистра одна вылетела. Что, дороги подходишь? Пустая была, да. Так, давай, что там это самое? Сколько весит у тебя? Бензина пахнет там. 24.
Пускать-то туда ты не будешь. Понятно, что нет. Ты ёбнулся нахуй. Иди, пускай. А что, хватит водить? А что, на себе потащи? Не, надо вон опустить пониже. А, сюда, наверное. Кого опустить-то? Тут, блядь, 10 метров, блядь. Не, в лодку-то как потащить? Лодку-то? На руках унесем, что? Блядь, она вдруг. А ты не хочешь выгружать из нее ничего? Я думал, так скинуть. Так и так, друзья, ну что, добрались мы до деревни. Точка высадки, разгрузка. В общем, у нас 2 лодки, 2 мотора, 2 водомета, 1 полтинник, другой 30-ка. Но вещей очень много. Плюс, я думал, мы будем 5, оказывается, мы 6. В общем, целая бригада. Ну что, разгрузка. Надо смотреть, просто я ребятам говорю, блин, на глиссер не выйдем, тяжело будет. Такие дела. Ну а так, в общем, с местными поговорили. Тут рядом дом стоит, и как бы лодку, машины оставим под присмотром. Оставляйте, без проблем. Вот. Ну и все, и вперед. Сегодня задача подняться, насколько мы сможем. Насколько мы сможем. Лагерь и все остальное. А рыбалка уже завтра. Что-то там будем думать. Вода очень большая после дождей. Не знаю. Вот все рассчитываю, что чем выше, тем она чище и меньше. Все, погнали, ребята. Есть вращение совершенно. Все, отъезжаю. Что, спирта доставать? Вот, видишь, как побежала она? Опускаем, опускаем. Сюда маленько. Давай еще на маленько. Все, машина держит. А сейчас можно машину издать и все. Потихоньку, но пошел. Да? Или, Серег, садись. Давай. Вместе с машиной уедем. Не, чего? Не удержать. Надо, Серег, еще. Только машину не утащи, бля. Да ну нахер, Ниву утащит лодка. Держи, держи. Все. Двигайся, хороша. А? Хороша. Понятно. Она маленькая такая. Ну, ложите вместе с аккумулятором-то, ложите. Аккумулятор-то не выйдет. Меня не ебет. Ну что, Алексей, как ощущения? Ощущение? Ну, пока непонятно. Нет.
Полным ходом, ребята, у нас все это дело происходит. Одна лодка, ребята вторую готовят. Прицепом прикольно спустили. Привязали к машине и потихоньку толпой. Потому что машина слишком полога. Машина бы не поднялась. Сейчас смотрим, что брать, еще что-нибудь брать. Кстати, небольшой лайфхак, ребят, смотрите. Скейт. Вот вам и колесики. Прикольное решение. У кого старый скейт, можно сделать площадку и получается. Очень много топлива. Холодильники, генераторы. Короче, ребята заряжены тоже. Ну, отдыхать так с умом, что правильно. Душно? Вообще душно. Вот такая нагрузка, первая лодка, ребят. Жопа полная. Мы еще троем. Но один-то легко вышел, нормально. А мотором-то не заденет. Ну приподними. Давай, Давай, погоди, Лёх. Подожди, давай. Подожди, стоп! Давай. Все. Давай. Сюда и еду, так вот так и еду. Нет, вот сюда, вот сюда. Под колеса какие-то. Нормально, нормально. Давай, скатываем. А машина там стоит. Веревка короткая. Надо было что-то под колеса, какие тормоза взять. Давай, толкаем. Стоп! Что вы так сделали? Да вы что, неправильно, блядь. Так там-то не прицепили к машине-то ничего. Да отцепилась там, бля. Ладно, все, Давай, Отцепляй это же. Там потом порог, наверное, есть. Возле в воде. Говорил, что упадет, блядь. Чего сейчас лодку толкайте уже, отцепить где-то нахрен. Все, нормалек, веревки есть, сейчас вытащим все. Ну чё? Двигаем? Попробуем что. Загрузили еще вещей. Перегрузились. Сейчас пускай пацаны попробуют. Да мне кажется, не выйдет. Не выйдет. Надо скидывать. Я говорю, пока не уехали от машины, надо выкидывать что-то. Нифига не получается, ребята. Пробуем пересаживаться. Ни хрена. Да. Вещей у нас много. Лодки еще не связаны. Да, лодки. Сколько еще сейчас упаешь? Ты же не упади. Да нормально, ребята. У нее вестибулярный аппарат еще нормальный, да?
Фу, ребят. Докладываю, в общем. Ну что, ребята ползут, глиссера нету. Забрали у них вещи, какие смогли. И пошли ходом. Я в этих краях был зимой. Прошли мы 3 притока. То бишь, ну, одну речку небольшую, вторую и третью. Река тут немножко изменилась, конечно. В плане того, то что, ну, все-таки притоки дают воду еще больше. Ну, короче, все равно большая. Прошли мы 30 с лишним, наверное, плюс-минус. Шли 1,5 часа. Парни будут подниматься часов 5. По местности, ну, зрительная память у меня вроде неплохая. Мы здесь стояли на избе. Вот я хочу проверить, правильно, неправильно. Ну, вроде как, вот примерно здесь, в этом месте, мощная, здоровая избушка. Шикарная. Так что я хочу проверить. Правильно, неправильно. Да, вот это ставь. Да, старится вот это. Ага. На моторе, правда, туда не подойти. Пешком. Но она недалеко должна быть. Вот это приключение, ё-моё. Нашел, ребята. Нашел, родная. Туалет. Изба. Там баня. Здравствуй, избушка. Медведей нету. Здравствуй, изба родная. Ночевала здесь. Мужиков тут культур. Нары большие. Отдушина открыта, окна открыты. Шикарно. Четко. Нашли, братан. Зимой здесь. Блять, далеко. Далеко от речки, да. Далеко от речки, а так-то что? Ну, Четко. ну смотри, ну как бы тут можно остановиться. Туалет, баня вот. Парились зимой, минус 30, помню. Вон банька тут есть. Ага. Ну все, ништяк. Да, не думал, что я побываю здесь летом, конечно. Да, вон банька, мы тут парились. Вообще четко. Как-то так. Вот лучше пускай будет. Чтобы не бежать, да? Чтобы не бежать. Это чей стол? Твой? Вот это мой стол. Вот этот? Давай. Так он нужен ли? Он, наверное, не нужен? Нет, зачем? Не нужен? Тогда давай куда-нибудь туда. Так, палатку. Так. Че, провода тоже, наверное, лампочки, ничего не надо, там есть. Там диодка есть. Ну, я видел, провода, там видел, да? лампочки. Ну, Как не надо? Надо, наверное. так там есть. Что? Так, бочка нафиг не нужна, да? А хуй там, они исправны, неисправны. Бочку, может, придется воды набрать. Антох, А, ну Давай. да. готовить. Базара нуль. Тоже придется тащить, видишь бы. Комарья, ребята, хватает. Ну что, раскидали вещи. Какие-никакие. Мы-то на автономку шли. Ну просто, блин, не получилось выскочить. Очень много вещей. Охренеть. Полтинничек-то вывеска ляцкого. Вот 30-ка нифига. В общем, что, сегодня тормозим. Тут на избушке. Вечером, понятно, какая-нибудь рыбалка. Съездим на разведку. А так пока занимаемся, ребята, бытом. Что, надо в избе прибраться. Там спальные места, обед приготовить. Такие дела, в общем. Сейчас 3 ходочки сделаем. Тут метров 300. Не близко, конечно. Ну, 300 метров тоже. Не 3 километра. И завтра у нас гроза. Вот, в общем, мы переживаем.
Возможно, здесь даже поставлю палатку. Даже не свою, вот, а у ребят небольшую. И туда все вещи поставим от дождя. Короче, что-то будем думать. Раз так не получилось, сейчас бы, конечно, весело добрались бы вместе. Где-то бы скинули половину бензина и шли дальше. Но я хочу подняться, ребята, намного выше. Вот это крайняя точка на этой реке, где я был в Верховьях. Выше я не ходил. Самому интересно. Такие дела. Ладно. Погнали работать. Что еще взять? У мужиков тут чин-чинарем. Тоже домик для генератора есть, привозят. У нас тоже генератор с собой. Брали в автономку. Вон провода тут. И пошла проводка, вон розетка есть даже. Тут все, короче. По-моему, мы уже притащили генератор. Вон у Антохи такой газ есть. У нас все нормально. Ну тут, я так понимаю, весной рыбачат. Тут старец. Наверное, на сети рыбачу, потому что он столик. Рыбу разделывают. Вон видно. Чешуя. Такие дела. Да. Блин. Зимой и летом, конечно, разные. Пейзажи. Ну, ништяк. Так-то ништяк. Продукты там, смотрю, в избе. Хлеб там, смотрю, с плесенью. Убираться надо будет все. И по нарам на 6. Не могу определиться. Скорее всего, возьму раскладушку. Сюда ее брык. Тут одни нары побольше, одни поменьше. Там вдвоем, тут троем. А я на раскладушку упаду, да и все. Так будет лучше. Че, обнимать друг дружку, что ли, будем? Также аккумулятор здесь можно подсоединять. Мы зимой, когда приезжали, тут диодная лента вон есть. Ладно, пошел за второй ходкой. Фу, душно, ребята. Не то слово. Дровяничок. Костровища. Вон здесь. Такой навес. Дров нету, смотрю. Ну и как же без этого? О, ребята, все дела, все удобства. Чего нет-то? Ну, изба большая, просторная. Класс, кайф. Блин, далековато ходить-то. Ну, в принципе, избы везде вот так строятся. Тут, ребят, заводь такая. Ну, как заводь? Курья. Вот она вдоль идет. Я почему сориентировался по ней. Зимой помню. Рыба какая-то плещется. Ну, вот тут, наверное, сети и ставят. Мне так кажется. Ого. Ух, ни хрена себе. Ребята. Тут там такие, блин. Там рыбины такие здоровые, блин. Охренеть. Вот это да. 2 штуки, ребят, видите? Вон, ходят, спины торчат. Караси, что ли? Ни хрена себе. Так вот, удочку, ребята, брать, да, ловить. Смотрите, они какие кабаны. Охренеть. Я в очках увидел. Вон они, ребята, видите? О, спины. Ни хрена себе. О, порыбачу здесь. Хо-хо-хо. Вообще пойдет. Будет, конечно, он брать не будет. Это карась вроде. Поднялся.
такое? Или белая рыба какая-то? Ни хрена там. Не, ребят, это ези. Ези или красноперки. Вроде говорят, здесь в этих местах красноперки есть. О, они там ходят. Охренеть. Ничего себе. Потом камеру большую возьму, ребят, покажу. Не могу понять. Вроде карась, а плавники красные. Там рыба ходит. Ё-моё. Ребята, ее тут тьма просто. Жесть. Тут если со спиннингом не получится, у нас вода очень большая, то удочки у нас какие-то есть. Нормал. Нелегкая эта работа по жаре, ребят, душно. Весь сырой, комар бьет. Воду тащу на избу. Готовить, да чай, да что. Так-то минералки там тоже взяли. Ну, это готовить. А рыба, ребята, ходит. Сейчас схожу за камерой, не поленюсь. Покажу вам. На эту не видно было по-любому. Вот в тайге не люблю я летом. Не продувает ни хрена. Ничего. Кто сказал, что легко? Кайфы, блин. Если завтра гроза будет, нафиг мне эти щуки. Я вон тут, ребят, на удочку буду рыбачить. Что-нибудь монтаж какой-нибудь сделаю там. На тот же спиннинг, да и нафиг. Потихоньку обустраиваемся. Проверили генератор, свет есть. Проводка, все шикарно. Батя там, Иваныч, уже смотрю, за обед хапанулся. Я говорю, да давай сначала уберемся, а что там? Пацанов еще не скоро ждать. Спиральки повесил там от комаров. Комаров тьма, блин. Взял камеру большую, ребят, сейчас хочу фотоохоту сделать. Блин, хочу в упор посмотреть просто, кто это плавает. Как будто, блин, красные плавники. Неужели это красноперки? Или сорога такая? Блин, ястик не должен быть. Это очень высоко для изята. Хотя это зараза, он и тут может быть. Сейчас посмотрим. Красные плавники, ребята. Сорога, что ли? Ни хрена себе. Такая здоровая. Или все-таки ясь? Может, спины, блин, ходят. Хрена здоровые. Хоть руками лови нафиг. Идут, пацанва, идут. 2 часа отстали на 2 часа. Ну, глиссера так и нету, да? Да, конечно, что слышно было.
Тушенку сделал, да? А, Луку нет, только без лука. лук сейчас он принесут. Второй лодки у нас было. Ну, Иваныч тут мясо нажарил, ребята. Красота. Пока мы тут лазили, у нас уже обед готов. Давайте. Фу, ребят, ну все вроде что. 3 часа уже, 4-й час. Ребята дошли, слава богу, уставшие, понятное дело. 2,5 бака спалили. Охренеть. Это получается 70 литров, грубо. Жесть. Что-то тут походил, немножко мусор собрал. Возле избы не могу вообще, когда маячат какие-то пакеты, там что-то еще. Костерочек. Иваныч там вкуснятину наварил. Будем кушать, голодные. Что, все проснулись там. Ни свет, ни заря. Грубо говоря, 12 часов на ногах уже. Дождь заморосил, закропалил. Ну, ничего страшного. Сейчас покушаем и будем решать. Может, кто сходит спиннингом на разведку. Я что-то хочу на удочку там попробовать. Что за рыба там, интересно. Есть хлеб, есть опарыш. Прикормлюсь. Может, что поймаю. Ладно. Ждем ребят и будем кушать. Брусничка, ребят, цветет. О, брусничечка. Ну давайте, ребят, Давайте, ребят, за встречу, за знакомство. Да, да. Да, молодцы, что приехали. Все, Тихонечко. мы приедем еще не один раз. Ты от нас устанешь? Может быть, Что? может быть. Да не можем, мы приедем. Как получится. Было бы здоровье, остальное все херня. Точно. Дай-ка я тоже возьму. Хорошая минералка. Вот. Сколько пробка? Так, подожди, хлеб же у нас. Она покрепче, чем... Сходи, Да, хлеб. вот, Я больно минералку не пью. Отлично. А квас любишь, Бань? Квас у нас хороший тоже. У нас тоже классный квас. Вязкий. Говняный. Говняный. Нормально. мне Нормально. нравится. Пиво, Хорошо. Андрюх, пиво хуже светлукарское кваса нет. продают у вас? Ну, Что? Пиво светлукарское нету? Я ни разу не видел. Нет. Нету? Я сейчас недавно в Киров ездил, искал, не нашел тоже. Какого? Светлукарского нету. Пиво светлукарское. Нету, 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 нету. Такого нет. Да. Нету. Зато мне ваша сметана ваша нравится. Вот это да. А у нас молочная продукция самая лучшая в России, Киров. И вот, только хотел сказать, Звенигорская. А, Вот Звениговский. это тушенка, вот Да. это я понимаю. Мне еще нравится Гаши, Гороховый, знаю. Да. Парнишка с Кирова приезжает в гости постоянно, а я прошу, он привозит, вот такая тема. Ну вот это вкусное тоже у вас. Покушали, ребята. Дождик прошел, 4 вечера. Короче, предложил мужикам, говорю, может, поднимемся там. 10 километров сплавимся. У кого-то есть желание, у кого-то нету. С дороги пацаны устали. Понятное дело. Короче, кто там вечер разгребает, кто курицу будет сейчас жарить, барбекю, а то испортится. Вот. А мы с Иванычем пойдем посмотрим этих непонятных рыб. Кто это, интересно? Взял хлеба, горбуху, подкормлю немного. Попробуем, ребят. Так. Ну что там? Где они? Кабанчики-то наши. Дождь прошел, сейчас может и хрен ты их тут увидишь, блин.
Что-то я антикомарин не взял, зараза. Комар вообще. После дождя лютуют. Сейчас найдем, где они тут. Ну, ребята, лужи-то не маленькие здесь. В плане того, то, что я имею в виду, туда уходит. Туда уходит. Крюк так дает. Это тут сколько рыбы тут такой. Блин, 1000 лет, ребят, на поплавок не рыбачил. Охренеть. Там, походу, утки. Да. О, полетела. Еще и на меня пошла. С детьми, что ли? Так, тут ветки. Аккуратно надо. Так, ладно. Попробую прикормить хлебом чуть-чуть. Давайте, выползайте. Блин, не плюхают нифига. До этого прям шорох стоял тут. Мама родная. О, там где-то плюхнул. Под той стороной. Блин, сюда бы лодочку небольшую заплыть. Бля, они прям ходили тут. Сейчас вон, нифига, не ходят. Не видно. Вон, ребята, плывут. Плывут, плывут. Вон они там идут. Лишь бы клевал. А так-то вон он плывет, плывет прям ко мне. Вон, вон, вон. Вон хлеб, ребята. Вон рыба. Кто это, блин? Где-то у меня поплавочек. А вот мой поплавок. Ни хрена, ребята. Плавает вокруг да около. А хватать не хватает. Не надо ему ни хлеба, ни опарышей. Может, червячка бы получше бы было. Кормовой базы, наверное, хватает. Тут всяких тараканов. Опять круг сделал, туда пошел. Пришлось осину загнуть. Запутался там. Отвык я уже от этих удочек, ребята. Ну, кайф, конечно, с удочкой посидеть тоже кайф. На поплавочек посмотреть. Поклевочку вот эту. Подтяжка-то была одна.
Но он резко выплюнул. Просто дать хап-хап. И не заглотил ничего. Выплюнул. Он опять пошел туда. Спина тут. Он шугается, он надо сидеть, ждать. Какие, блин, кабанчики-то. Шевельнул. О, какой, блин, здоровый. Мимо идет, блин, а. Ни хрена ему не надо. Вон там херачит. Блин, прям на него кинул. Да еще и зацепил, блин, а. Да ё-моё-то, рукожопый. Издевается. Плавает. Ну, такие хорошие экземпляры, ребята, это еще в воде, блин. Там, мне кажется, нормально, такие грамм 300. Вот ходит кругами вокруг травы вот этой. Круги мотает, но не берет. Вообще игнорирует полностью. Не возьмешь его так. Не знаю, может червь там нужен, что-то такое. Комар жрет. Это как в детстве, ребят, батончик, вот этот хлебушек, помню, кинешь. Мякиш в кармане. Рвешь, рвешь, кидаешь, потом горбушку сам съешь. Вон там, блин, ходят. Блин, надо, ребят, поплавок, мне кажется, вносить в лепту заново. Куда-нибудь заплывать, сидеть. Ну, пускай мелочь, зато, блин, от души. Прям какой-то азарт, ребят, понимаете. Душно. Завтра обещают жопу с погодой. И хрен знает, может будем в избе сидеть весь день. Не получится выехать. Не знаю, что пацаны на вечерку не решили поехать. Потому что завтра, возможно, не получится с такой погодой. Чувствуется прям духота такая, знаете, влажность такая жесткая. Ладно, 10 минут еще попробую, плюну. Нафиг. Пойду вещи разгребать потихоньку там. Что-то переодеться. Ноги уже в броднях заманались. Тут такие дела, ребята. Рыба есть, она себя показывает, но не берет. Закусим, как говорится, селедочкой. Вон мясо-то уже съели, может по новое мясо-то пожарить, так же точно. Фу, ребята. 300 метров пройдешь весь сырой. Такая духота, блин. В избе хоть прохладно, нормально. Печку не топили, хотя надо было немножко все равно протопить. Потому что влажность, ну, сыроватенько так. На реке ништяк, штиль. Сейчас хоть ночью можно рыбачить даже без проблем, белые ночи. Ладно, день заезда получился вот такой. Не получилось у нас глиссера одного лодки. Кстати, по лодочкам, ребята, на которую мы шли, Solar 430 на Тахарике 50. А здесь у нас флагман 410. Что-то какой-то ДК 410 Jet, что ли. На парсум вроде. 30-ка. Ну, фальшборты, все дела. Прикольная тема, да. Водомет, конечно, это ну что-то новенькое такое, знаете. Ну, с такой водой, ребят, сюда можно было на винте спокойно дойти, куда мы сейчас дошли. Завтра посмотрим, пустит нас река, не пустит. Вот, переживаю за погоду.
Что завтра будет с погодой. Потому что обещают грозу, дождь вообще ужасный. Зацепит нас, не зацепит. Сегодня помокрил немного, часа 3-4, наверное, дождь шел. Ну и водище, ребята, вода просто метр. Что такое для лесной речки метр? Это просто катастрофа. Вон рыба ходит, она даже не реагирует. Возможно, и хищник также будет. С хариусом я даже не понимаю, ребят, вообще, что делать, потому что вот я сплавлялся по этой реке чуть ниже, начинали мы маршрут. Ну, там были места, что мы даже не проходили, а здесь просто идешь и даже не пахнет, что перекат. Просто небольшое течение и все. Вот будем смотреть. Ну, желательно подняться, наверное, еще столько же, а лучше в 2 раза больше. Такие дела. Сейчас у нас ужин. Покушаем. И будем отбиваться, наверное. Я лично уже заманался, потому что не спал нифига. Такие дела, ребят. Ладно, все. Давайте, ребят. Увидимся, так скажем, наверное, уже завтра. Вальшнап. Красавчик.
своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин, таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал как бог, но зато менялся на глазах, только вспомнив шум дорог. Все, что имел, тут же тратил, и за порог сделав шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты один только друг на все времена. Немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Но стал союзником рая в ту ночь против тебя одного. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Не, вообще красава, молодец. Вот это круто. Чётко Не, вообще. он поет. Ребята, доброе утро. Ну что, шикарно проснулись, шикарно позавтракали уже. Кто-то там в 3 встал, кто-то в 2, кто-то в 2 только лег. Банда большая, в общем, ребята отдыхают. Короче, нормально что посидели, песни попели. Белые ночи, красота. В общем, ребят, пока погода дает, надо рвать когти. Время 7 утра. Собираемся, в общем. В планах подняться километров 30, еще плюс вверх. Ну и пойдем сплавом. В общем, пока нет дождя, надо двигаться. Все, на сборы. Погнали на рыбалку. Надо хоть спиннинг расчехлить-то в эту поездку. А то гремит уже, ребята. Ненадолго-то у нас и рыбалка получится. Да, блин, говорил, что дождь. Куда едем? Вода большая. Нет. Так, что я? Лайт или ультра лайт? Лайт поставлю. Все-таки буду акцент по щучке делать. Мне кажется, именно с хариусом сейчас он гремит.
Хана будет. Так, это у меня кайдовский. 1,7, да, 1,7 грамм. Так. Бать, да сейчас бы подтащил, не таскал бы ты. Антон сейчас придет, так уж заправляться все равно надо еще. Сейчас, бать, подожди. Что у нас тут только нету? И вода, и соки какие-то. Воронку держи, прием. А у нас чай есть. Классно. А у нас есть белая жидкость. А у нас газ. Лёш! А у вас? Садись на ту сторону. А у нас водопровод. Ренвамбок. Тут километра 2 первый завал. Ну там такой, его можно даже разобрать, мне кажется. Дернуть можно нахуй. Ну да, там его можно сдернуть, по идее. Только заднего хода нету, жалко. О, это турбина. Чуть-чуть. Вот ты тварь, блядь. Алёша, убью нахуй. Давай, Сергуня. Да что, блядь, за хуета? Все, говорит, проверено. Эй, Все четко. Все, Серега, ничего не случилось, все заебись. Так, ну что, первый завальчик убрали. Идем дальше. Все, можно отдать, Серега.
ну что, мы добрались. Больше нам дороги нету, если только перетаскивать. Ну, ебал я. ЖДшный мост старый, да, узкоколеечный. И забитый весь корягами. Ну хорошо мы прошли, километров 25 точно поднялись. Если не больше. Ты чувствуешь, бать, вертушка работает? Да потому что, видишь, она у тебя бац перестает. В очках ты должен видеть. Быстрее надо тянуть, да? Ну, возможно, не этот. Есть качественные вертушки, они сразу заводятся. А есть вот дешевые, вот, они вот что-то бывает этот. Ёп, это самое. Сумку забыл. Сумку там оставил. А что за сумка? Ну, с блестками. С блестками, со всеми. А с блесной есть он у меня что? Есть у тебя? Да вон у меня тут набор для этой речки как бы. Бляха-муха, я же, блядь, оставил ее сам, блядь. А я попробую на косодаку. Сумка килограмм 10 весит, блядь. Ну, Получил приз. Андрюха уже поймал! Нихуя себе, щучка ёпил, блядь. На жареху хоть берем. Не-не-не, А? это маленькая. Берем такие? Это, конечно, ты что, это ребенок. А, малышка. Ну, щука, значит, активная, слушай. Это радует. Я сейчас тоже такой же роблю. Не-не, надо бать, это разные ставить. Посмотреть, как бы этот. У нас задача-то поймать благородную рыбу. Щучка-то вон понятно. Ну, покажи, ну ничего Вон не того поймал. ястреб. А, на воблера? Косодака, да. Натуралка. Мелко вылетела. Так, ну слушай, ну если она хватает щучка, то, блин, меня радует. Тогда мне радуется. Я тут, видишь, немножко твичу, как бы не просто провожу. Немножко замедления делаю. А, руки рыбой запахли. Все, рыбалка началась. Щучки. Ну тут они не крупные, но киошки-то должны есть, как бы. Их много тут, по идее. Щуки не крупные. Так что должна уже. Хоть и вода большая. Щука. А вот с харюзом не знаю. Может быть, он и не был. Он капризная рыба вообще. Он такая рыба, что сегодня берет, завтра не берет. Сегодня берет на блесну, завтра на червя. Потом на какую-нибудь муху. А муха там должна быть какая-нибудь красная, зеленая не работает. Блин, подбирать под него ключик надо вообще капитально. Такая рыбка. Она интересная, она по настроению. Выходами тоже берет. То бишь, попадаешь просто там, час поклевки идут. А потом бац, и все резко заканчивается. Ну, в принципе, как и везде. Так, друзья, ну что, мы начинаем сплав. Километров 25 у нас. Взяли с собой перекусить. Погода настраивается вообще. Хотя обещали грозу. Ну, возможно, что-то нарисует к обеду. Ну, дай бог, даст порыбачить. Первые метры сплава, поклевочка. Рыбину уже поймал. Да, это уже, значит, какое-то настроение. Туда-сюда. В общем, будем пробовать. Поехали. О, перекатик мощный. А? Перекат, говорю, хороший. Вот если хариус, то он может здесь под перекатом стоять. Прям зачетный такой перекатик. Ну это как перекатик. Вода большая. Так-то он бурлить должен вообще. Так, сейчас будет у нас соприкосновение с берегом. Оп. Отлично. Идем дальше. Идем дальше. На какую лучше поклевать? Так, говорю, он может на червя, может на муху в проводку. Вот перекатик, видишь, но он затоплен, он еле-еле он отбивает. Ну, мелкий там плещется. Жиганек. Не знаю, крупный есть, нет. Вот на струйках они стоят. Не знаю, поставил он желтенькую, маленькую. Там брось якорь. Покидаем. А якорь-то не взяли мы. Как не взяли? Взяли. Не взяли? Не. А ты ведешь какие-то якоря, нет?
Веревка есть, якоря нет. У нас все по старой схеме, мы все забываем. Как обычно. А мы уже якорили. Отцепили же, потом за дерево завязались. Вот там. Опа. Так, эту рыбу тоже не хочет. Да не, бать, резину снимай. Вертушечку поставь или колебалочку какую-нибудь. На нее и пробуй, как бы. Так, вот туда попробуй, вот там, раз. Опа, блин, сход хороший был. Или трава, или удар такой. Не, скорее всего трава. Испугался я ж прям. Трава. Да я не понял, ну удар такой был, бам, как не травяная, нифига. Понятно. Поволокло у нас. Я, блин, аж думал. Опа, есть, вон он. О, нихера себе. Вот Хариус, бать, смотри. Я же говорю, там поклевка тоже у меня была. Да, вот на, якорит. Вон жиганок. Вон, Ну покажи. Чем пахнет? огурцами. Вон, смотри, бать. Вот это мелкий. Сильно мелкий. Надо перекат вставать. У меня поклевка тут была еще, значит. Красавчик, спасибо, брат, за поклевку. Говорю, они тут плескались, я же говорю, надо вставать. Вон давай за это, закидывай. Надо выше. Ну хотя и можно здесь. Антох. А ну-ка, что ты? На что ловишь-то? Да вон вертушка маленькая. Антоха, надо вставать. Да. Так вот тут надо прокидать полностью. Они вот именно в таких и стоят. Но там у меня тоже поклевка была. Потом в траву он завел. Удар был. Да ничего, ты намутишь, это еще лучше даже будет. Да? Да, муть поднимешь, это даже лучше до него. Потихоньку же. Что, куда встаем? Да вон туда или туда вот. Вот к этой. Вот корягом таким. А мы там не сможем кидать, бать, потом. Да, нам надо какой-то этот. Можно, да. Был еще, ребята, выход, сход. Причем такой неплохой. Вон здесь. И у нас экипаж второй. Пробили лодку. Нос. Нечаянно. Клеются. Все, я его уколол, он больше не возьмет. Надо снижаться нам чуть-чуть. Под ту струю. Там еще вот мелкий прыгает один. Показывает себя. Что-то кидаю в ту сторону. Это уже вверх по течению. Мотать надо быстро. Не та уже проводка, конечно. Ну, видишь, и Хариус, значит, тоже пока. Вон он прыгает. Мелкий, правда. Мелкие там жиганчики. Бать, давай, что, отвяжемся. Пойдем с плавом. Ну, видишь, поклевывает, значит. И солнце вышло, распогодилось, начал играть. Так, по-любому он стоит. Палка, заводь такая. Такой коряжник хороший был. Неужели щучки тут нету? Есть одна. Пацак. Нужен, да?
Красавчик. Ну она уже килограмм висит, да. Больше даже будет. Ну, килограмм. Да, не мучился бы, так взяли бы. Можно взять, может, да? Ну, хотя бы. На короче, можно взять. Ай, тихо, 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 тихо. Бля, не прижимай ко мне. Не надо ко мне прижимать. Видишь, на большую приманку взяла. Так. Щипчиков нету у тебя? Нету. Там все. Там, да? Ну. Ладно, сейчас отдам. Люба, давай. Так. Она маленькая у тебя. Да маленькая, куда такую? Не надо даже брать. Все, поводил. Дай достану. А что маленькая? Нормально? Да не, маленькая, куда? Где такая же? Пожарим, а что поди, пожарим? Ну бери, хребет только сломай. Других нет, ты хули, блядь. На, Андрюх. Как нету? Вон щука начала клювать. У меня сейчас ход был сразу, считай, после той, как поймал. Ты сейчас поймал. Заходим в щучьи места, как говорится. А, блесны подобрали, бля. Да, Желто-зеленый. кислота, на, бать. Ну все, распечатался. Поздравляю, молодец. Антоха, теперь ты. Он-то распечатал, я-то нет, блядь. Ну все, теперь только твоя очередь осталась. И нормально. Не, ну просто мы прошли, вон еще поворот не прошли, 3 поклевки сразу, видишь. Тоже о чем-то говорит, наверное. Или же выход пошел, или вот подобрали цвет. Что-то типа такого, не знаю. Или места просто, может, щучьи. Щука стоит здесь. Так что давай будем рыбачить, ловить. Может, что и наловим. Опа. Березочки, березочки. Вот. Что такое было? Вон, перекатик, да. Перекатик, но он небольшой. Но можно было его попробовать. По наличию. Мелко для воблера. Угу. Ну это тоже перекат, видишь, он должен бурлить. Вода большая. Все-таки. Что-то надувает ветерок. Походу что-то будет. Все равно, как и обещали. Та заманала. Крючки эти. Вон, коряшка прикольная. Вот туда надо. Раз. Опа. И вообще огонь. Да, не докинул. Точнее, перекинул. Струйка. Пробуем. Трава тут, бань, мелко, смотри. Перекат. Перекатик, перекат. Опа. Ну, мелкий плещется. Ну, только мелкий. Только мелкий. Крупный стоит на дне.
Ждет, да? Угу. Блин, якорь забыли. Вот это плохо, конечно. Якорь не взяли. Вот это плохо, говорю. Грязничка. Щучка должна здесь быть. Щучка невеличка. Щучка невеличка. Есть. Сказал же, стоит, да. Че, подсак? Да хули он? А, все, палубы. Ну это что, это актуальное место, ребята. Тут же все читается. Все понятно, что она там какая-то стоит. Хозяйка. Да хрен за фрикцион, что ли, надо подзатянуть, что ли. Воблер не под мою снасть. Короче, рыба на театр придет. На меня идет? Ну, Да не. Ух, жарко, блин, стало что-то. что, еще что ли? Не. Воблер. Да. Толкнись-ка. Предлагаю перекурить. Да, один сошел. Ну что, ребятки, вот так мы идем уже часа 2, наверное, с плавом. В общем, где-то перекат и маленькую вертушку ставим, потому что подобрали. Вроде как один хапнул, точнее 2. Один сошел, один попался у меня, маленьких. Вот. И кислота, в общем, я большой обрыв там нашел в коробке. Не под этот спиннинг. Ну вот так она поклевывает, нет, сколько там, штук 5 поклевок там было. Батя поймал одну забрали там, не знаю, может что наковыряем на жарех. Ребят не видать, где-то они отстали. Не видно. Не видно. Ну, в общем, идем так, что. Корешки какие-то так. Ну, поклевывает, и то это уже радует, что как бы, ну, вообще не в ноль. Потому что вода большая, и, блин, переживал, что вообще не будет клевать. Да и все переживали, что когда собирались, там местный подошел к нам и наговорил страстей. Сильно никто не переживал. Никто, да, бай? Да и все. Было занятие у людей. Отдыхаем, расслабляемся. Мужики вон отдыхают в отпусках. Природа, что, кайф. Погода, самое главное, не дождя. Я еду, кайфую. Он того там вообще на кресле балдеет. В общем, вот так. Потихоньку, помаленьку. Да, поклевки не частые, но они есть как бы все равно. На жареху есть. На жареху поймали. Да. Ну, в общем, прогноз нас не подвел. Прет она, ребята. Вон, наступает. Перекусываем и на хода. Что-то мокнуть неохота, мне кажется. На жареху поймали. Может, ребят что еще поймали. Да? Да вряд ли. Навряд ли. Но. Ладно. Хоть немножко дало порыбачь. А так, вроде гроза серьезная будет. Обещали прям бурю такую. Ладно.
Дотащили, ребят, до дождя. Все гремит, все кружит. Сейчас ливанет. Опять кое-какие продукты. Рыбка сегодня пойманная, свежая. Уха будет. Нормально. Все по плану. Мужики отдыхают. В общем, что, ребята, мы порешали. Мост этот не пройдем. До моста километров 30. Может, чуть поменьше. Перетаскиваться там бесполезно. Толпой, в принципе, можно. Лодку, мотор зацепить. Но вещи, которые тащить обратно туда, перетаскивать, это несерьезно. Соответственно, живем на избе. Катаемся здесь пока. Такие дела. Что, пожари? Если не пожари. Хотел бросить это воду. И так кидай, да, о чем-то. Что, почистил уже? Ну, помыть для того места. А, на воды принес? Так. Фу. Ну, вроде что-то как-то так. Крополит дождь. Блин, как будто гроза стороной прошла. Хрен знает. Непонятно. Что у нас? Я не знаю, как у пацанов. Вот, в общем, у нас... Мы 2 забрали. Одну отпустил. 3, наверное, у меня ушло. И 2 хорезонка. Батя одну поймал. Я, вот, в общем, одну, которую забрали на поесть. А вот ребята, не знаю, поймали, не поймали что-нибудь. Ну, в принципе, можно рыбачить. В принципе, есть какое-то понимание. Можно пробовать. Так, конечно, скучноватенько, но все равно. Я думал, что вообще клювать не будет. Потому что такой подъем — это ужас. Костя у нас оставался в избе. Что-то приготовил там тетерева, косача с картошкой на обед. Да что, обед-то уже провошкали с этими распилами, пропилами уже 1:30. Так что будем обедать. Не знаю, если вечером погода будет нормальная, то недалеко можно подняться и сплавиться. Попробовать еще. Так. А так, не знаю, у пацанов нет настроения. Да и пацаны вообще, они, ну, еще дилетанты в этом вопросе. Они новички, короче. Они еще многие не понимают, как бы. Первый раз, короче, в руках спиннинги держат. Понятное дело, что здесь и проводочка относительно, где-то воблерком поиграть. Ну, да и заброс, в общем, не просто так кидать. И какой-то кустик, коряшка, ну, в основном же она там. Фух, ладно, душно, блин, вообще. Раздеться не разденешься, в футболке не походишь, сожрут нафиг. Вот спиральки помогают в избе. Хорошо. Парни пошли за водой, а вот экипаж еще не вернулся у нас. Тут что-то, как обычно, костерочек. Батя рыбку почистил. Да, бать? Что, жарить будем? Не понял. Жарить будем или уху? Да что, жарить, наверное. Пожарим, да? Мука есть? Сейчас найдем. Короче, Я ладно. голову не люблю. У меня жена, блядь, только голову есть. Нахуй. Да? Я сам люблю голову. Ну, здорово. Вот и дождь пошел. Закропалил. Закропалил. Что вы говорите? Не ругайся. От аккумулятора. Да. Аккумулятор подключаем, блядь. Горит в бане свет. На улице. Тут. В Маленький. баннике, блядь. Маленький такой. Обыкновенный аккумулятор, блядь. От машины. Ну потом уже от машины перевезли. А так, от маленького. С мотоцикла прямо снимали, мы на мотоциклах ездили. Подключаешь, все, сидим в карты, играем, все это горит, блядь. Всю ночь. Они, видимо, вообще ни хрена не берут эти лампочки. Ну, Не ладно. берут, не берут. За электричество.
Давайте, ребят. Вы-то связисты, что? Электрики, связисты, блядь. Леха Не-не, тоже всё. связист. В прошлом. Леха еще Не буду тот пить. связист. Еще и мент, блядь. Еще и мент. Бывших ментов не бывает. Бери. Не чокаемся. Он меня тогда Почему? на восходе Потому что нету остановил. их. Он? А? Без прав. Не оштрафовал. Не, ну сиди. Около дорожников они там на лавке сидели вдвоем с кем-то. Не помнишь, Алексей? Помню. Я не буду пить. А, ты не будешь? Давай, я выпью, ты не налил мне. Давай, мы с тобой вдвоем. Я еще раз выпью. Не налил нефтью. Ну я вот рыба хороша, свежая, да? А как понять, что здесь хариус есть? Я был хариуса. Есть. Вот это хариус? Да. Не-не-не, это щука. Он же, блядь, в одной воде... У тебя на вилке Кстати, хариус. слушай, Серег, вот съешь, вообще офигенно. Чего Она офигенно? потому что свежая, мужики. Это, Да-да-да. это вот свежая щука, вообще Я класс. этого и хотел, я ждал этого, блядь. Самая свежайшая рыба. Да. Это очень вкусно. Огонь. Только плавала еще, да. Все пучком. А у нас все пучком. Тара-тара, тара-та. Обед, ребята, был великолепный просто. Вчерашняя шурпа сутки. Костян оставался на избе. Приготовил косача, зажарил его. И пожарили щуку. Вот так вот. Короче, такой стол был своеобразный. И что-то все, ребята, она погромыхала и все. Боком прошла. Не накрыло нас. Но это и хорошо, с одной стороны. И решили мы прокатиться еще на вечерку. Антон спать лег. Мы с батей, в общем. Не знаю, батя за руль присядет. Не знаю, сможет, не сможет водомет управлять. Если нет, то с разрешения я попробую. Аккуратненько. Такие дела. Взял опарыши, хочу взять удочку. Может, возьмем якорь и в проводку где-нибудь постоим. Постоим в проводочку где-нибудь. Короче, такие дела. Все, погнали. Класс. Вечерочка класс прям, ребята. А что в избе валяться потом? Такое себе. Такое себе. Нифига не понял. Оставлял тут на ночь удочку, ребят. С поплавком. Удочка что-то валяется. Она у меня на пне стояла. Ух ты. Кто-то был. Оторвал крючок. Туда утащил и оторвал. Кто-то клюнул, ребята. Вот так она лежала на пне. Там. И в концове отрыв. Оторвал. Вот такие дела. Все-таки клюнул. Но ушел. Вон они плюхают. Опять тут. Ладно, не наш. Так я и не понял, кто тут живет. Мало, мать. О. Ну, наверх пойдем, что? Чеку, одень на руку. Тихонько так пойдем, да? Нет. Не спеша. А что тихонько? Долго будем подниматься? Ну, без фанатизма. Ну, давай. Давай,
бойся. Давай. Так, достаем карабулечки. Достаем карабулечки. На поводок привязать нужно. Гремит, блин. Зараза, сейчас. Ты не отпугнешься никуда? Да мы пройдем нормально сейчас. Да, сейчас вот упремся и нас сюда отнесет. Остановимся, тут покидаем, да? Встали? Ну давай, встали раз, как раз на перекате. Блин, гроза. Ё-моё. Прыгает. Ух ты, бля! Вот как мы удачно сели. Ага, в грозу, да? Эх, резочек. Опа. Маленький. Я смотрю, плесканулся там. Хопа. Хорезочек. Небольшой. Ну, на маленькую вот эту вертушку четко получается. Если он есть, берет. Не, сейчас отойдем. Понеслась, блин. Душа в рай. Выехали. Ё-моё. Выехали, выехали. Лишь бы молния, бать, по нам не бахнула, да. Опасно. Конечно. Все нахрен сырые насквозь. Слушайте, сейчас прошелся за румпелем на водомете. Прикольная штука. Чувствуются вот эти моща. Все, дождь захерачил. Ну все-таки, блин, дало. Правда не днем, а вот к вечеру. Фу, блин, зря только выезжали, все промокли. Ну, хорюска я одного поймал, ребят. Ладно, завтра рыбалка. Сейчас ужин. Опять же ужин. А что, 6 человек, ребята? Что-то готовим, съедаем сразу. Надо что-то готовить. Что там, батя, где? Все, жесть, ребят. Затянуло нафиг. Такие дела.
Звениговская, ребята. Очень хорошая тушенка. Вот именно производит ее там, где, с откуда пацаны приехали. У нас такой нет тушенки. Классная тушенка. Вообще кайф. О. Так, свининка. Все. Пару баночек открыл. Делаем зажарочку. Неудобно, конечно. Тут был столик какой-нибудь. Но нету. Вот как-то на пенечках тут мы и ютимся. Сейчас поставим вот так. Как-нибудь аккуратно. Так. Ехаем. Кривоватенько чуть-чуть. Ну, я думаю, нам не помешает. Ребята, добрый вечер. Ну что, в принципе, вечер такой. Ну, в основном сидим в избе. Что-то карты поиграли. Потом погода успокоилась и, в принципе, можно было даже выскочить. Но я весь промок, я весь сырой, короче, все развесил сушить. Он переоделся даже. Костя там сходил, поймал даже пару щучек вроде. Небольшие. Такие колошеньки. Не колошеньки, а вон, кстати, вот. Вот она, ребята, есть одна. Вон такие небольшученькие. Надо сейчас, кстати, тоже рыбу обработать. Завтра приготовить. Тут недалеко, говорит, покидал. Ну, немножко поклевывать, что значит. Так что вот такие дела. Решил я приготовить покушать. Что-то там, все это мясо жареное, блин. Все вот это что-то такое, знаете, охота что-то, не знаю, то ли жиденького, то ли что. Думаю, блин, бахну макарошек быстренько. Зажарочкой. Томатной пасты нету, но кетчуп есть. На кетчупе сделаю. Такие вкусненькие. В одной сковородке, в общем, сейчас морковка, лук. Все это пережариваем. Потом тушеночку туда добавляем. Кетчупа. Делаем такой гуляш. Прям в сковородку сыпем макароны, ребята, и немножко воды. И все на медленный огонь, под крышку. Ну, в принципе, макароны готовы. Специи, соль. Такие дела. Ребята балдеют, отдыхают. Кто спит, кто что-то делает, не знаю, вот так вот. Ну, блин, для меня, ребят, 6 человек это очень перебор. 3 человека, я считаю, что это уже толпа. Ну, в принципе, 3 это самое нормальное, оптимально. А тут 6 человек. Я в такой компании, конечно, никогда не отдыхал, не рыбачил. Ну, как-то так. Пусть будет, конечно, все по-своему, как полагается. Что, ну, ребята помимо рыбалки там вырвались, там, они как минимум приехали в республику Коми. Мы на избе, мы даже не в палатках. Спасибо хозяевам, конечно. У нас куча продуктов, мы все принесли свое. Вот, наконец-то принесли эту бочку. У нас здесь все свое, ребята, полная бочка. Там. Короче, еды достаточно, еду тут здесь оставим. Такие продукты, которые, ну, не портятся, я имею в виду макароны, там, тушенка, масло. А вот кто вот оставляет какие-то майонезы, хлеб в пакетах, это неправильно, ребят. Или увозить, или как бы, ну, смысл оставлять. Или что-то, я не знаю, там. Ну, хлеб хотя бы сухарить можно. А так изба заряжена по продуктам вообще. Там продуктов вообще куча. Ну, я не знаю. Я понимаю, что тут были весной люди, наверное, и они только появятся здесь осенью. В смысле оставлять майонез, там, это все портится. Я вон тут походил вокруг избы. Каждый день что-то хожу, собираю мусор. Там куча всяких бычков было. Этих бумажек, пакетов. Ну, я понимаю, что может это от снега.
Умывальничек повесил. Так, ферри там достал. Тут мангальчик, который, наверное, скорее всего оставим. И вот так сжигаю потихоньку, помаленьку. Дождь, правда, замокрил. Вот. А так, генератор. У нас там все нормальный бензинчик. Но завтра вроде как переменная облачность. Дождя может не будет. Порыбачим. Хочу порыбачить. Есть уже понимание. Сегодня была разведка. В принципе, щучку можно половить. Ну так, побаловаться. Понятно, ее там не наловить, там домой сам забрать. А чисто так вот поймали, поели. Да и хватит это всего. Корезок 3. Все на блесну. И мелкий. А в этой луже какие-то кони ходят, но не клюют. Зараза, блин. Что за рыба? Оторвал у меня крючок сегодня. Не знаю, завтра, может, займусь там, попробую по-другому что-нибудь делать. Посидеть, пождать, что ли. Ладно, готовим, короче. Такие дела. Так, ехаем дальше. Вместо кетчупа, точнее вместо томатной пасты, кетчуп. Но только не забывайте, ребят, что он немножко острый, немножко соленый. Я просто люблю вот как бы какой-то соус в макаронах. Вроде простые макароны, да, а уже вкуснее. Пошла звениговская. Так. И еще у меня баночка вот такой. Так, это все в мусорку. Сейчас сделаем жижу. Вкусную жижу. Так. Сразу, наверное, подсолим. Потому что буду добавлять воды для макарон. Все на глаз, конечно. И перчик тут еще есть. Черный молотый. Перчика тоже. Надо в тайге все кушать поострее, посладже. Это же все глюкозка, ребята. Все силы. Вкусность. Пресная, блин, я не знаю. Такое себе. Какой, ребят, гуляшек уже получил, смотрите. Вот с тушенки вам, пожалуйста, гуляш. Сейчас муки сюда добавить немножко. Вот будет гуляш уже капитальный. Так, ладно, сейчас. Пускай потомится минут 15. Все растворится, все. Ну, тут рассвариваться-то нечего, видите, ребята, одно мясо. Тушенка хорошая. Это бывает, выливаешь что-то одно желе, блин. Его греешь, и мяса нету. Одна вода становится. Опа, стоять. Ну, это, конечно, несерьезно, блин. Все, ребят. Последний штрих. Готовим все в одной сковородке. Загружаем макарензу. Равняем все это дело. И покрываем, ребята, вот вплоть, как только скроет макароны. Уменьшаем газ, закрываем крышкой. И до готовности вода испарится, макароны готовы. Вот весь рецепт, ребятки. По фотке в одной сковородке.
по красоте. Альденте, ребята. 5 минут. Вырубаем. Оп, батя, аккуратно. Макароны. Влад заказывает. Макароны чуть-чуть, Можно короче, я? по-мексикански. Можно я по-мексикански? Давай. Макароны по-мексикански пробуйте, ребят. Россия священная наша держава, Россия великая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. А дальше слово знаете? Я не... От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. А тут он не было? Тебе бы сразу попасть в мешок, да? Чужой был, не стал бы попасть. Не всегда же такое. Эх, Фаина, нам лежит печали. Ребята, доброе утро. Третий день наших приключений, нашей поездки. В общем, расклад, наверное, все знают, что у нас здесь происходит. Кто смотрел предыдущие серии, а так встали, позавтракали, в общем, кто куда. Батя уже утоптал, Иваныч, я его догоняю. Ребята, в общем,
кто-то там еще моется, кто-то броется, кто-то лежит, кто-то кушает. Такие дела. Вчера вечером не получилось порыбачить, ливануло. Хорошо. В избе отсидели, наготовили там поесть и пораньше легли спать. Сегодня пораньше встали. Вещи вчера промокли, ребята. Развесил. Ни хрена не высохла. Влажность. Вот сегодня ветерок небольшой. Поприятнее. Вон солнышко встает. Из-за туч. Тоже хорошо. Сегодня я за румпель. Антон не поедет, будет в избе. Сказал, садись за румпель. Так что по стариночке сейчас поднимаемся потихоньку. И начнем сплав. Такие дела. Так что мы сегодня с Иванычем будем вдвоем рыбачить. А ребята, не знаю, кто куда. Пускай сами там разбираются. Прохожу лужи. Рыбка плюхается. Красота, в общем, ребят. Комаров очень много. Надо 20-ку плюхнуть, да. Что ты смотришь? 2, 2,5, 3, 3,5, 4, да? Ага, 400, да? 400, на 3 где-то, около 3. Угу. Ну, с Богом, что? Поехали. Где вчера мы хорюска попробовали. Давай, Бать, бросай. Попробуем. Взяли якорь сегодня. Хотим вот именно постоять на струйках. О, держишь, да, Бать? Тащит нас? А, не зацепился?
О, стоим. Вроде стоим. А вроде и тащит. Ну так будем хотя бы. Вон он прыгает, бать. Да, вот что надо кидать-то, бля? Маленькие вертушки. Так. Так, тут весна, бля, сюда картошку себе сделаем. Да, вон ставь. Так, у меня щучий. Тут и вчера я разловил вот эту блесенку. Но я ее не убираю. Будем пробовать. Утки? В смысле? Не в сторону не отвлекают, бля. А потому что с выводком, бать, понимаешь? Хули выводов, они все равно оставляют, бля. Но они как бы, в них задача нас, Отвести. да, она приманивает к себе их. От выводка отвести. Она вот все уходит. А выводов умный, бля, он сразу в воду ныру, бля. Так, бать, ну что, теперь сегодня твоя задача поймать. Харюска, да. Потрогать хотя бы. Ты хотел сказать пожарить, хотя бы. Пожарить? Ну пожарить, если поймаем Хороший. 29 сантиметров. Пожарим. А если 27? 27 отпускаем, бать. Да? Да. И 28 отпускаем? Да, с половиной. 28,5. С половиной. Опа. Ну так-то прелестно с якорем-то. Сегодня тоже солнышко немножко. В принципе, должен играть-то. В принципе, должен играть харюзок-то. Сейчас, правда, нашумели здесь немножко. Ну да, надо, чтобы чуть-чуть постоять. Чтобы подуспокоилось. Чуть-чуть подуспокоилось, чтоб. Белую или вот такого хватит? Ну, маленький. Опа. Хапал. Иваныч, хапал. Вот такого хватит? О, пойдет. Там однерочка, нулевочка, лепесточек. Хариус, видишь, не крупный. Я по номерам, блядь, не понимаю. А, не понимаешь. А крючки так вообще, блядь, у них в одних нумерация идет. А квалификация? Вниз, блядь, у других, блядь, снизу. Квалификация, потому что, Иваныч, европейская есть русская. То бишь там где-то на возрастании, где-то на уменьшении. Вот так вот. Сейчас рыбалка это. Раньше что, леска, да, леска. А сейчас что, леска, там, флюрокарбон, мононит, там, плетенка, да. Сейчас это целый бизнес. Сколько там, блядь, сошло обратно. Конечно. Так, пока не это. Не рыбалка, а бизнес, блядь. Бизнес, конечно. Конечно. Не для рыбаков бизнес, а для этих. Для торгашей. О, присканулся там. Ну, походу, мелкий, блин. Ладно, будем вымучивать. Сегодня так, задача по харюзу. Ну, там атаковал небольшой. Тюкнул. Ну да, он тюкнул, но... Сейчас, подожди, Иван. Ну давай, что, пробуем здесь еще. Просто с твоей стороны трава вот, чуть-чуть, вот, нормально. Давай тут попробуем. Тут вот лишь струйка уже начинается. Поглубже. Будем тут посмотреть, как говорится. Будем тут посмотреть. Там один ударчик был и все. Не хотит больше. Будем тут посмотреть. Солнце, шикарно. Шикарная погода.
Кордон идет. Прошли перекат полностью. Нифига. Там ударчик был в начале и все. Непонятно. Может, нашумели, конечно. Мы сразу тут встали. Плюс еще ребята прошли. Или просто не надо. У нас же не плещется. Вчера вот вечером ходили с Ивановичем, перекат там проходили в дождь, они же улетают прям с оттуда, с переката. Тут молчит. Ну, пойдем, в общем, отцепились. Где перекатик, будем стоять на якорь, обкидывать маленькой блесной. А так, что, щука, не знаю. Вчера вот вроде воблера работали. Вода как будто бы упала. Ну и такая мутненькая немножко после вчерашнего дождя. Ну, короче, что. Сплавляемся. Так, спустились до очередного перекатика. Посмотрим его. Опа. Посмотрим-ка мы его. Опа. Не, он даже не плещется. Сегодня он даже что-то не плещется. Хватал, ребята, такой прикольный хорезок. 2 раза причем. Тык-тык-тык. И все. И мимо. Я прям видел его. Быстро, видать, наверное, кручу или что. Бля, сколько грязи-то, ё-моё. Вчера почище было. Вчера почище было намного. У березки, у реки ловят рыбку мужики. Опа. Ах, перехлёст. О, погода-то вообще распогодилась. Шикарно. С утра дождь. О, Иваныч обрыбился. Перед перекатом стоит там кто? Хариус? О, Хариус, блин, чё себе. Ох, нифига Хариус. Бать, подожди, не подымай. О, килограммовый. Якорь кидай. Бегом. На колеб... Да говорю, кидай, блин, что ты? Ни хрена на колебалку взял. Вот это да. Парус, блин. Ну-ка покажи, сколько сантиметров. Есть 28. В нем есть. Пожарить, бля. Ты ничего с ним делал.
Ну не нервничай, успокойся, что ты дергаешься? Так под жабры возьми. Вот это Иваныч завалил, блин, на колебалку, блин. Есть зачет. Красавчик. Иваныч, дай руку, пожму тебе. Молодец. Вот это парус, вот это хороший. Когда не ждешь, тогда клюет. Грамм 700, наверное, есть в нем, блин. Кабан, блин. Вот это зачет. Такого вот можно взять. А все остальное на выброс, Иваныч. На колебалку взял, охренеть. Видишь? Надо подняться, Иваныч, чуть-чуть. И встанем, попробуем покидать. Может, тут не один ходит. На колебалку такую. Тут вертушки-то ставим нулевки. А тут у тебя щучья блесна. Я думал, щуренок. Так я сразу смотрю, что-то не то. Не щука, думаю, блин. Вот это да. Удачно ты ему под нос кинул. Блин. Перед перекатом у тебя взял, он тут. Давай поднимемся корягом, встанем, попробуем. Да, достань якорь. Ты просто сразу не сообразил, не кинул, блин. Часов. С Иванычем мы уже где-то часа 2 на воде, чуть больше. Да, мальков много вообще. Это юарики, вон, видишь, они такие. Что-то типа такого. А на таежных речках они встречаются. Что, щука сегодня бастует, вообще молчит. Ни одного выхода у нас. Вчера выходы были. Поклювало там даже чуть-чуть. Да, вот так ходим как бы. Где-то с плавом, где-то на якорь встаем. 3 переката мы пробовали капитально пробросать по хариусу. Вот так чисто, чтобы Иваныч посмотрел рыбку эту интересную. Вот. Ну и тут на дурака у него на колебалку бахнул. Хороший. Такой, не знаю. Вот сегодня засолит, покушает. Вот так, где-то с плавом, где-то ходом. Пацаны наверху где-то. Вот тут и бороздим. Щука странно что-то научит вообще. Ну и хариус, в принципе, тоже не плещется и не показывает себя. 3 переката мы бороздили полностью. 0. А тут вот повезло, короче, на дурака. Вот такие дела, в общем. А так, погода класс. Дождя нету, потому что прогноз-то был вообще другой. Везет нам с погодой, хорошо. Красота, короче, одним словом. Вот только рыба не клюет. Вода большая, мутная. Вот после дождя вчерашнего видно прям такая всякая хрень плывет. Такие дела, ребят. Но щучку надо завалить по-любому. Где-то будем искать поворот. Может, найдем. И так, и это никак не получается. Вообще сегодня не берет. Не знаю, что делать. Вроде места такие зачетные, но, блин, 0. Вчера что-то клювало, сегодня вообще 0. Хлебку грибуту можно бросить? Хлеб дай, конечно, да. А? А что нет-то? Может, кто поест, да. Уже надоело. Нет, конечно, нельзя. Пакет-то нет, да.
Ну что, потихоньку ползем. Местный житель, который... Если были там, нет? Не были? Был. Я местный, это ребята не местные. Местный откуда? С Устюни? Нет, я с Первомайска. А чё мы тебя не знаем? Не знаю, может знаете. А фамилия? Новиков. Это у Сереги Новикова? Не, это у Вити. А, у Вити? Да. Ну, рыбак. Ясно. Никого Ну, живых. Миша Кулагин. Но я Визинский. Ага. В Первомайске я учился. Все понятно. Это ребята с Кирова приехали. А Гость. что, в Кирове своей нет, что ли? Нам сказали, что здесь, блядь, А да? Слушай, Нет, они на Печору собрались. ну а там вода, А там вода 9 метров плюс. 9, блядь. Там у них половодье еще. И ну, там, Печора или Верховье? ну да, нет, именно вниз хотели. Из Устильма, Ижму туда. Допустим, у меня в Устильме сват. Но там воды еще дохренища. В лесу-то снег только сошел недавно, бля. Ясно. Как-то так. Как и решили до сюда скататься. Ну, Вот, прокатились, там что. людей. Это мы... Корешу я на Волгу ездил. Так, ну что, последний перекатик попробуем. Раз по 10 бросим, блядь. Раз по 10, да, бать. Бросим. И на избу пойдем. Мужичков увидели тоже местные. Ну вот до подъема воды поймали они. Щука, говорит, клювала. Хорошо. Ну, это понятное дело, что большая вода это не никому. Только нам хорошо ходить. Удобно. Даже водомет не понадобился, в принципе. Можно и на винте было пройти. Угу. Ну да ладно, чё. Как-то так. Как-то так. Фу. 26 градусов, ребят, жара. Костерочек распалили, чай повесили. И на плите там батя сегодня картошку с тушенкой делал.
Иваныч. Кушать будем. Жесть. Мотор слышно, вроде ребята идут. Красота вообще, блин, кайф. Но рыбалки нету. Такая. Ну, блин, это даже, ребят, нам повезло, мне кажется, потому что, блин, с таким подъемом воды я вообще думал, что ни хрена. Это надо было еще вверху и подниматься, чтобы какая-то рыбалка была. Ну, здесь, в принципе, тоже неплохо. Зато мы на избе. Вот, блин, вообще никогда не планируешь, не думаешь, где ты пока окажешься, где будешь ночевать. Планировали одно, а оказывается другое все. Такие дела. Золотая рожь. Приятного. Угу. Ты без майонеза? А никуда не. Нежно. Холестерин. Холестерин. А жареное мясо любишь? А там нет холестерина. Нежно? Думаешь? Главное, как думать. Каждый день, ребята, у нас и мясо, шашлыки, жареное мясо. Вот так общак питается. А мы с батей супчика. Жиденького вообще по кайфу. Мясо что-то на третий день. Утку ели, шашлыки первый день ели. Сегодня опять шашлыки с утра. Тут какой-то в соусе. Это тетерев еще. Рыба жареная еще есть. Вот такой, ребят, нас. Так мы питаемся. Неплохо причем. Ну, нормально. Мужики должны... варенье мы с чаем делаем. Там большой казан, маленький казанчик. Термоса и чайники. Все заряжено у нас здесь. Печку не топим, тепло в избе. Парни вот тут спят. Антоха с батей. Мужики тут троем на большой наре. А я там на раскладушке. Потому что, ну, блин, тесниться я не люблю. Люблю балдеть, чтобы расслабляться. Из окна вот такие пейзажи. Кайф. Комаров, конечно, много. Занести тогда, блядь. Фу, ребятки. От пуза просто. Аж кимарнуть захотелось. Приехали ребята, они не пустые. Привезли немного щуки. Там 3 или 4 штучки такие, килограммушки. И хорезок даже есть. Такой же. Даже, возможно, даже побольше, мне так показалось. Вот, чем у нас. Такой хороший. Молодцы. Они, в общем, ну, не переезжали, просто с плавом шли. А вот выше нас они поднялись. И вот оттуда, где мы вчера вот были, где у нас поклевки были, кстати,
Вот такие дела. Так что пацаны довольны вообще. Почистили рыбу, подсолили. Сегодня опять будет шикарный ужин. Погода, ребята, прелесть. Вот там что-то все в дожди. О, поехали, не прогадали. Фух, ладно. Покемарить надо, ребят, поваляться. Что-то замотался. Так, все, порядочек. Воду принесли. Костерочек тут. Мангальчик. Все ништяк. Все, рыбины ходят и ходят в этой луже. Так и не поймал я там ни одной. Так, ребят, ну что, добрый вечер. Только с избушки выходишь, все сразу бьют. 17:36, 5:30. Иду, ребята, на рыбалку. Прокачусь, в общем. Иду один. Антоха дает комплект. Катайся, говорит, ходи, рыбачь. Иваныч лег отдохнуть, потому что завтра мы планируем, ребята, выезжать домой. Вот. Мужики, возможно, еще останутся. Ну а мы завтра домой. Надо по делам. И так получится 3-я ночь. 4 дня, как уже в тайге. Такие дела. Ну что, прокатимся так чисто. Попробуем хорька покидать. Может, щучку. Ребята привезли рыбку вверху. В одном месте товарно поймали. Мы всего лишь только одного харюза с Ивановичем хорошего взяли. Вот. Так что такие дела. Пацаны почистили рыбу, засолили туда-сюда и умотали вниз. Прокатиться там, говорит, посмотрим, порыбачим, может, что туда-сюда. Что-то до вечера, короче, туда они маханули бандой. Ну, кто-то спит, кто-то, короче, нормально. А такой вечер, ребят, такая погода. Я что-то прилег. Блин, да я не могу валяться, когда такая погода, блин. Завтра ее может не быть. Так что пойду прокачусь. Ну и с вами прокатимся, в общем. Немножко эмоций расскажу по поводу водомета. Короче, погнали. Кстати, ребята, много малька. Вот такого. Очень много. Вся река вот именно в этом мальке. Кормовая база здесь прям от души. Надо, кстати, палочку потом не забудь свою забрать. Брал на всякий случай аргумента. Опа. Тут у нас ящики. Всяко разно. Топливо. Перед приездом я заправился. А мы сегодня немного покатали-то. Не знаю, литров может. Сколько. Так. Чеку одеваем. Обязательно. Не знаю, мотор теплый. Все-таки лето же. Подсос не буду. Пробую. Так. Вот это обязательно откручиваем. Пробуем. Нормально, с первого тыка. Погреемся чуть-чуть. Так,
ребят, ну немножко поделюсь своими впечатлениями. Сегодня я вот ходил вот именно на таком агрегате 50-й Тахарь на водомете. Лодка уже забыл. Ну, в общем, с фальшбортами, бронированная. Ну, прикольно. Прикольно, конечно. Жрет базара ноль вообще. Топливо, ребят, нужно для такого удовольствия. Космос. Вот кто вот именно рассматривает водометную технику. Есть, в общем, водомоторники, а есть водометчики, ребята. Это совсем разные люди. Потому что, ну, здесь кто на водометах, они именно ходят там, где просто, ну, не ступала нога человека, там, на моторе не подняться, дорог нету. Вот туда можно забраться именно на этой технике. В обслуживании, в принципе, не сказать, что что-то там прям такое грандиозное. Каждые 100 километров там шприцуемся. И, в принципе, все. А так, покупает куча топлива, куча масла и пожалуйста. Вот такие дела, ребят. Ну, это, конечно, другие просторы, другие вообще горизонты и вообще другие путешествия. Ладно, что, поднимусь там до одного перекатика, там встану на якорь, продолжим с вами, ребята, общение вечернее. А так все, погнали. Иду, кстати, на малом ходу, то бишь, ну, кушетка самый вниз. А когда заводишь водомет, в общем, здесь нету задней скорости, только вперед. И он уже начинает работать и уже отталкивать лодку. Соответственно, ну, режим троллинга он, в принципе, тоже подходит. Вот, пожалуйста, он журчит. У нас 950 оборотов. Он работает. Ну все, сейчас, в принципе, в одного. Поехали. Ну, никакого труда не заставляет выйти на глиссер. То бишь, я иду вообще даже не в пол газа. Водометная техника, ребята, это все-таки не вин, нифига. Здесь нет такого жесткого угла. И, в общем, улиточка, видите, как пролетает, то бишь, где-то проходит скользом. Вот так вот. Сейчас у меня начало немножко дельфина поймал. Но я, он, в принципе, вообще даже не полгаза. О, заскакало. Потому что у меня весь вес здесь. А много газу. У меня небольшой дельфин есть. Потому что топливо здесь все. Ящики легкие. Да мне, в принципе, вот так и хватит. А так, по-хорошему, надо загрузить нос. Чтобы не было такого. Сейчас мы так и сделаем. Потому что тут двадцатка, двадцатка, двадцатка. Тут еще двадцатка, полный бак. Ну, мотор весит в кучу. Нагружен капитально. Надо на нос что-нибудь положить. Сейчас. 2 двадцаточки кинем. И уже будет поприятнее. Ну все, горизончик плеснулся, ребята. Много уток, кстати, на реке. С выводками, видите, маленькие птенцы. Вот они идут. Вот они сейчас поныряют. И мама утка постоянно их отгоняет. Точнее, отгоняет меня от них. По перекатику немножко лодку прижимает, можно немножко дать газу. Она
так поровнее идет, сильно не мотыляет. Ну давайте дадим жизни. Вот очередной перекатик, который я хочу проверить. Река интересная, ребят, поворотистая. Постоянно повороты вот такие бывают, что просто надо резко повернуть. Красота, и сзади вот такая дурь. Но это, конечно, не то вообще. Это не винт, ребята. Это вот именно вот для таких целей, которые вот по лесным речкам пробраться куда-то еще. Понятно, что вода, ребята, очень большая. Здесь воды должно быть намного меньше. Вообще намного меньше. За сегодня, кстати, вода упала неплохо. За ночь она падает. И с мужичком мы тут поговорили, то что до паводка он здесь прям нормально половил. Мне очень сильно понравился водомет, когда я был в путешествии с Николаевичем. Мы 300 километров прошли. Просто путешествие, это просто путешествие, ребята. Можно подняться до самой истоки реки и просто вот проверить ее вообще на жизнь. Ну, ее же никто здесь не проверял, допустим, да, на винте. А летом, когда вода вообще маленькая, то в таком уровне здесь вообще ничего не сделаешь. Еще выводок, еще утята поныряли. Ну кайф, ребята, вообще кайф. Вон он, ребята, есть. Вот Жиган тоже. Жиган и Лимон. Мальчишка симпатичный. Жиган и Лимон. С тобой хочу гулять. Малыш. Тихо, аккуратненько. Аккуратненько. Тихо, 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 тихо. Опа. Давай, брат. Так, сейчас меня тут немножко прижмет. Но мы тут и постоим. Перекате небольшой. Посмотрим. Классные места. Опа, есть. Жиганет тут одно, блин. Тихо, тихо. Жиганчики, блин. Небольшой. Тихо, 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 братик. Аккуратненько. Аккуратненько цепляем. Вот такой. Опа. Шикарный. Шикарно, ребята, перекат. Вода, кстати, упала хорошо за ночь. Вот к вечеру он облесу-то начал брать. Кукухи кукуют. Оп. Тут, кстати, пасет щука. Вот в таких местах, ребята. Вот она вот именно пасет перед перекатом, после переката.
Она частенько вот стоит именно в таких местах. То бишь, вот видите, тиховодка и быстряк начинается. Вот она, харюза здесь может. Шикардющие места, конечно. Вот может он даже и вот там в струе стоять. Рыба сильная. Ладно, здесь молодежь стоит. Не будем их разгонять. Понятно, что, наверное, не один даже здесь. И не два, и не три. Пускай они тут. Вот он, блин. Все равно хапнул. Жиганье, а. Жиганье. Тихо, братик. Ой-ой-ой. Опа. Ну, пускай они тут стоят. Жиганье. Так, тут попробуем побросать. Но здесь уже тяга побольше. Скорее всего, может и покрупнее будет. Не суть вообще, ребята, рыбалки. Я вообще выехал просто рассказать вам немножко своим впечатлением, поделиться. Кто, возможно, только хочет заниматься именно вот такой техникой. Да, это круто, ребята. Вот я сейчас стою, черти пойми где, в общем, да, грубо говоря. Здесь нет дорог, сюда не заехать, допустим, там на машине. И вода сейчас в данный момент, ребят, очень большая, но она падает. Но здесь будет такой предел, что вот эта береза, она будет здесь полностью торчать. И будет небольшой какой-то проход, и только вот эта техника, ребят, протащит их. На винте здесь не пройти. Соответственно, ну, нужно понимание. Опять же, по лодкам тоже. ПВХ, есть ПНД, есть, вот я с Николаевичем ходил, вот у него ПНД лодка. Ну, в общем, если на данной лодке на ПВХ все равно смотришь коряги, то на той лодке вообще проблем нету. Перелетали деревья, просто корни, вот это вообще ничего не почем. Он до сих пор прыгает. Не знаю, ребят, я немножко задумываюсь вообще, потому что у меня, ну, очень много вот таких именно рек в моем районе, где они непролазные, непроходимые, и никто там не ходит. Понятно, они не пропилены, потому что там только весной может кто-то там ездит по охоте. Ну, техника, конечно, крутая. Да, она не дешевая, ребята, она просто стоит космос денег. Ну, опять же, это новый горизонт, ребята, это новое путешествие. Сейчас бы с квадрокоптера на нас посмотреть, где мы находимся, это бы просто пушка вообще. Просто. Ни связи, ни хренази. Вообще бомба. Перекат затяжной. Большой, я бы сказал. Прикольный. Но он еще глубокий. Может, чисто из-за этого не хочет здесь харюз брать. Он плюхает, показывает себе. Мелкий, конечно. Но где и мелкий, там же и крупный стоит, по идее. Блин, несет как сумасшедших. Вон, видите, он везде плюхает. Машку давит. Так, сейчас немножко ударимся. Ничего страшного. Все хорошо. Все нормально. Опа, аккуратно. Вот весь перекат полный харюза. Везде прищется. Ну тут надо по-другому его обманывать. Где-то на блесну берет, где-то не берет. Соответственно, такие дела.
Одним словом, ребят, хочу сказать, что водомет это крутая тема. Это крутая тема. Это, ну, что-то еще, понятно уже, что давно уже не из новых, но эта тема бомбовская. Я с Антохой пообщался, вот у него был Меркурий 25 на водомете. Была другая лодка, но да, понятно, что полтинник все решает, но опять же, он говорит, начни типа с этого, и тебе будет вполне достаточно, буду проходить такие речки, всякие заброски делать. Вот прям вообще, я не знаю, ребят. Ну, крутая тема, вопросов нет, это совсем все другое. Вообще, вот эта вода, вот эта мель, я ее, вот иду, я вижу, что там перекат, я его боюсь просто, я понимаю, что на винте бы я зацепился. Ну, просто зацепился, там тем более еще какое-то бревно, там балан. Блин, ты по-любому сбавил ход из-за того, что ты увидел это. Опять же, лодка бы просела еще глубже, и ты уже достал бы, ну, там, по-любому. А уже в таком перекате ты на глиссер бы никогда не вышел. А здесь вот именно идешь ходом, и вот поначалу, когда вот я после винта сел на водомет, вот ты идешь, и как бы, ну, я вижу дно, да, река чистая, я там понимаю, что сейчас как будто бы там ударимся, что-то еще. Ты просто пролетаешь, и это спокойно. Такие дела, ребята. Так что водомоторная техника, она, конечно, везде преуспевает. И вот кто живет в таких условиях, водомет это прям пушка. Это прям решает. Да, пускай он жрет, но как минимум ты можешь подняться туда, куда никто не поднимался. И просто провести время, даже, я не знаю, без рыбалки, с рыбалки или с бобрами. Вот и меня опять хата, ребята. Ну, подъем. Наедине с природой. Вообще бомба. Сейчас найду, ребят, какой-нибудь перекат неглубокий и хочу помыться, сполоснуться, в общем. Вода, понятно, ледяная, но освежиться охота, потому что потеешь. Ну, что ты умываешься, все равно охота помыть, облиться, точнее, ну вот, именно подмышки и так далее. Так что поедем в баню. Ребята, вот их еще и не было, вот когда мы поднимались, когда мы рыбачили, вот они начали падать, вот вода еще стояла вот так. Ну здесь и помою, что, нормальное место. Надо, ребята, освежиться, хотя бы так просто сполоснуть, потому что, блин, ну все-таки жара. Ноги помою, как говорится, бубенцы. Чистота залог здоровья, как говорится, правильно? Так что антикомарин хоть смою. Слоев 15, наверное, брызгался уже. Такие дела. Ой, ребят, как хорошо вообще освежиться, смыть эту, вообще всю эту антикомарин, пот вообще. Там баня, да, есть на избе, но, блин, туда воды таскать вообще 300 метров с речки, это вообще, конечно, несерьезно. Когда мы зимой там были, мы на снегоходе делали прорубь и завозили бочки, в общем. И сейчас туда, конечно, такое себе. Мы хотели с мужиками замутить, но думаю, блин, ну, пока все это перетаскаешь, там 3 раза переспотеешь, короче, не знаю.
Хотелось немножко подытожить вообще за поездку, ребят. Вот вода начала падать, ребят, и скоро начнется рыбалка здесь, в принципе, да. Но мне, к сожалению, завтра надо домой выезжать. Мужики останутся, возможно, на день, на два. Не знаю, сколько у них хватит терпения. Вот. Рыбка немножко начала поклевывать у кого-то. Ну, я, в принципе, и в первый, во второй день поймал там чурагаек. Ну, здесь, в принципе, такая рыбалка, здесь трофеев-то нету. Ну, так хотя бы относительно. То, что творится у меня в деревне, половодье сейчас, после дождей, здесь уже хотя бы что-то начинается. По съемкам, ребята, по съемкам, да, много не снимал, потому что, ну, снимать тоже одно и то же, вот эту бытуху, житовуху, мало кому интересно, да, и как бы я в новой компании, ребята, мне только-только с ними познакомился, батя красавчик, Иваныч, ему 70 лет, ребята, он живчиком вообще выезжает и, в принципе, вывозит такую же коляску, как молодые пацаны. Батя Иваныч, тебе огромный респект, вообще красавчик. Живи еще долго и счастливо и приезжай в гости, молодец, в общем. Антоха, рад, что приехал. Еще раз где-нибудь увидимся с тобой по-любому, но делай выводы чисто на будущее. Серый вообще мужчина, очень классно поет, такой голос шикарный вообще, молодец. Леха это вообще человек, который с ним не скучно, сидишь он за любую тему и он все предоставляет это в осмешке, и это тоже прикольно. Это прям, знаете, ребят, ну, должен такой в компании быть человек, потому что компания большая. И Костяныч, в первые дни я его немножко не понял, ну а потом разговорились, хороший мужик, охотник, в общем, человек как бы слова, молодец, в общем. За Костяна пока ничего не могу сказать, потому что немножко его не подузнал. Ну, я так на камеру говорю честно. Вся рука, ребята, в комарах, штук 300 сидит, уже зудеет. В общем, немножко вот так поделился по рыбалке, все сами видели. Тащили кучу шмурдяка, не вышли на глиссер, блин, и вот только в Огонцове остались в избе, это тоже, блин, такой себе. Ну, рыбалка она такая. Самое главное, экспедиция прошла, на мой взгляд, неплохо. Тут как бы и не планирую добывать рыбы, как бы кучу. Это надо ехать в другие места. Без рыбы мы не остались. Кушали. И спасибо пацанам вообще, что приехали. В общем, ребят, такие дела. Сегодня крайняя ночь, завтра выезжаем. В общем, ну просто бомба, что я вам скажу. Делайте, ребята, так, а лучше круче. И почаще выезжайте на природу. Знакомьтесь с новыми людьми. В общем, это всегда приветствуется, это всегда классно. Такие дела, ребят. Ладно, у меня рука, ребят, уже зудит. Сейчас, не знаю, попробую вам показать, конечно. Вот они все надутые. Все сидят. Все самки. Уже все напились. В общем, ребят, все ради вас. Все. Такие дела. Только начал отплывать и боберы, ребята. Вон позади идут. Вон. Вон. Братик. Ты куда пошел? Вон позади, ребята, видите, идут. Вот они вот в 7 часов выходят. Вон позареки, вон позареки. Вон они. Вот. Где-то должен выскочить. Кислорода все равно у него немного. Или... у него здесь, наверное, хата, скорее всего. А нет, вон он, ребят. Пузыри-то вон они идут.
О, вон он. Брат, братуха. Ну, такой серьезный. Там-то помоложе был. Вон пузырик. Что делаешь? Мою рыбу от соли. Ты ее сначала подсолил, а потом моешь, да? Да, Сейчас будем жарить. да. Все понял. Так. Надо сразу поджечь штучки эти, дрючки. Иди чаю поешь. Андрей, дай зажигалку. Надо же. Движуха полным ходом. Костянчик сегодня у нас в наряде. Да. Как обычно, готовит что-то вкусняху. О, рыба, ребята, рыба. Красота вообще. Лех, Голову беру. Это самое вкусное? самое вкусное, это голова. Честно. Бать Это тоже, да? голова. Бать тоже любишь голову, да? Это просто чудо. Тоже можно взять головку. Ну, там помимо головы там еще О! мясо сколько? Кося режет так нормально. Ну да, приятного аппетита. Огонь. Будем кушать. Ребята, кушаем. Вот. Голову. Солил уху, допустим, и понимаю, что это не могло быть не 5 человек, там, не 6, а там большая банда. Не-не, огонь. Огонь. Лехе все огонь. Ему все огонь. Тетерева вообще в лед идут. Бобры. Пересолено огонь. На обеде этот не досуг. Вчера заправился, бай, да. Ну все. Спасибо, река. Мы домой. Погода, конечно, дождь. Но что делать? Домой.